Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння мы аналізуем свет, які змяняецца хутчэй, чым загалоўкі навіну. У нас у гасцях паліталагіня, кандыдатка гістарычных навук, спадарня Роза Турарбекова. Вітаю вас, спадарня Роза. Добрый день. Заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце, калі ласка, свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Пачну з простога пытання. Спадарня Роза, распавядзіце, як у вас справы, у самой справы, трошкі распавядзіце пра свой праект. Давайте нагадаем нашим гледачам, чым вы зараз займаецеся. Ну, зараз у меня працягваецца, я выложила свой видеокурс, и таксама працягваецца вось гэтыя заняткі. Заклікаю усіх зацікаўленых таксама далучыцца до гэтага курса. І курс про тое, я зараз вось яшчэ раскажу, не про выключна іслам, не про выключна вось про рэлігію, потому что шмат людей, якія вось успрымаюць спачатку не зусім як бы правильно. Этот курс не про религию, этот курс про то, с чем связан ислам и какие у нас есть стереотипы про ислам и про мусульман, вот, каково соотношение ислама и политики. Все актуальные вопросы, которые сегодня нас волнуют, в том числе вот сегодня я выложила 5-ю лекцию «Ислам и женщины». Я выложила, имеется в виду, у себя в Фейсбуке. На самом деле все лекции свободны, в свободном доступе имеются. Вот, приглашаю посмотреть. И то, что мы с вами сегодня видим в международной политике, недооцененность и низкую экспертизу по Востоку, в конечном итоге выливается в достаточно неправильные, я бы сказала, некорректные, неверные, несбалансированные выступления политиков. И в конечном итоге это ведет к достаточно серьезным ошибкам, о чем мы с вами можем позже поговорить. Как раз-таки то, что сейчас демонстрирует администрация Дональда Трампа в Персидском заливе. Они попали в ловушку. Вот, ловушка это называется Ближний Восток. Все, кто не знает, Ближний Восток думает, что легко можно решить этот вопрос, например, как с Латинской Америкой или как с Восточной Европой. Вот, это как раз-таки существенная ошибка, именно исходя из того, что не знают специфики. Я призываю всех заинтересованных лиц, в первую очередь белорусских журналистов, вот, белорусских молодых экспертов. Вы все, конечно, эксперты, но в исламе надо быть экспертом отдельно. Вот, призываю прослушать этот курс с тем, чтобы понять специфику этой цивилизации, этого региона, этой религии, этой политики, этих актуальных вопросов, связанных с исламизмом, экстремизмом, терроризмом, и что это не является повсеместным явлением. Мусульмане не равно там терроризм. Мне уже вот как раз эти тезисы, связанные со стереотипами, уже, честно говоря, даже надоело мне об этом говорить. И когда мы с вами упираемся, например, в такую тему, как американо-иранская, да, на сегодняшний день военный конфликт, пока сложно назвать это масштабной войной, военный конфликт. И тогда, когда я буквально там, когда начиналась, да, эта операция американская совместно с Израилем против Ирана, когда я читала, ну, такие шапкозакидательские, откровенно говоря, комментарии относительно того, что вот сейчас, значит, аятоллу убили Хаминеи, и сейчас будет свергнут режим. Я была вынуждена писать о том, что ничего подобного, потому что это совсем другой режим, совсем другой регион. Я встречала откровенное непонимание. Вот. И самое главное, что это отражается еще и плюс ко всему на том, что наши стереотипы, они подпитывают это медийное пространство своими стереотипами. Например, количество просмотров людей, которые заявляют о том, что режим аятолл завтра рухнет, количество просмотров у них выше, чем у тех, кто говорит, что это не так. Вот, они находятся под личными атаками, я нахожусь под этими личными атаками уже достаточно давно. Еще с того времени, когда шла крупная военная наземная операция Израиля в секторе Газа, я говорила, чем это закончится. Вот, в общем и целом, в конечном итоге вывод один. Качественная экспертиза, к сожалению, есть дефицит. Вот, надо этому учиться, на это нужно время и терпение. Мало кому хочется тратить на это время и терпение, зато очень популярны шапкозакидательские вещи.
Мгм. Вот, потом удивляемся, почему все получается не так, как нам хотелось бы, или не так, как нам казалось, что должно было так получиться. Дзякую вам Вот, вялікі, извините, я вельмі добра, начинаю с што такой гэтыя призмы. вось такія праекты існуюць, і я таксама ўсіх заклікаю падпісвацца, слухаць лекцыі. Вы таксама долучайтесь. Я Дзякуй вас вялікі. особисто запрашаю на это дело, Дзякуй. потому что это вельмі патрэбна, і гэта патрэбна таму, што зараз, калі мы нават будзем абмяркоўваць візіт Трампа ў Пекін, там будет топовая тема, нават не американско-китайские торговые войны, а там будет топовая тема Иран. Мгм. И вот куды вы не ткнете, кто-то мне написал, а при чем тут, казалось бы, Беларусь? Я хочу отказать вам, при чем тут Беларусь. По-перше, это гибридные атаки на границе. Чему они отбываются праз то, что карыстаются вось гэтымі мигрантами докладно з гэтага рэгіёна. По-другое, чаму Лукашенко звяртаецца до Пакистана? Я маю на ўвазе вось гэтае пытанне адносна 150 тысяч пакистанцаў. Это таксама датычыцца Беларусі. І шмат ёсць такіх прыкладаў, якія нам дэманструюць, што гэта нам трэба знаць, ведаць. І это па-першае, па-другое, мы не вельмі добра прэзентуем той, як вось я маю на ўвазе талерантнасць беларусаў, і таксама вось гэтай традыцыі талерантнасці ў Беларусі яны распаўсюджвались таксама і на татар, якія былі мусульманамі, якія засталіся мусульманамі. Гэта адна з традыцыйных, гістарычна традыцыйных меншасцей у Беларусі. І татары, напрыклад, яны адыгралі сваю вельмі выдатную роль у гісторыі Беларусі, Великого княства літоўскага і гэтак далей. І, на жаль, сёння пра гэта не шмат людзей, хто гаворыць пра кітабы, напрыклад, пра тое, што беларуская мова пісалася арабіцай, напрыклад. Вось пра гэта таксама забываць. І потым з'яўляюцца такія персоны, якія мне пішуць, пры чым тут Беларусь. Але я думаю, што гэта добры анонс таго, пра што мы яшчэ аднойчы паразмаўляем. Можа, мы зробім некую асобную тэму, таму што гэта сапраўды вельмі цікава і вартая увагі. Давайце ўжо, каб не скакаць з тэмы на тэмы, калі мы ўжо пачалі пра Блізкі ўсход, так, пра гэтую пастку, якой трапілі народы, так, і Дональд Трамп. Што бачыце вы сёння ў гэтым канфлікце, і чаму вось гэта толькі, напэўна, толькі пачатак, а далёка не канец? Ну, таму што, па-першае, тыя мэты, якія зараз сябе паставіла гэтая адміністрацыя, яны насамрэч іх вельмі складана дасягнуць, таму што калі ставіць пытанне адносна ввогуле адказа ад ядзернай праграмы з боку Ірана, Іран не будзе адмаўляцца. Не будзе адмаўляцца. По-другое, это, конечно, рух праз Армузский пролив. Вось, і это тое, што вельмі хвалюе, да, не толькі там Злучаныя Штаты ці Іран, ці страны Персідскай затокі, я маю на ўвазе арабскія краіны. Гэта хвалюе весь мир. І, на жаль, вось гэта такі двухбаковы шантаж, які вось это вельмі падобна да канфлікта з нулевой сумай. Канфлікт з нулевой сумай это такая, як бы, тэарэтычная штука, якая вось яна ёсць і ў тэорыі ігр. Ну, вы ведаеце, все абмяркоўваюць, напрыклад, дзелавую ігру, да, Мацкевіча, а я вось хацела б звярнуць увагу, што это ввогуле як бы такая тэорія, якая была распрацована яшчэ там, я не ведаю, у 50-е, 60-е гады 20-го стагоддзя, і вось адтуль гэты тэрмін. Я маю на ўвазе канфлікт з нулевой сумай. Канфлікт з нулевой сумай азначае, што тое, што хацят одна сторона, один бок, не хоча другой бок, і вось толькі победа аднаго бока над іншым бокам будзе азначаць вырашэнне гэтага канфлікта. Іскравы прыклад канфлікта з нулевой сумай з'яўляецца грамадзянская вайна.
то бишь красный или белый, и ніяк інакш. Вось гэта праблема. І чаму я зараз гавору пра гэты канфлікт як пра канфлікт нулявой сумы? Таму што Трамп патрабуе знішчэння ядернай праграмы, Иран потребует, как его заставили у покое, и Армузский пролив яны тады откроют, отчинят. Не ведаю, як там так само домовиться. Но насамрэч, с моего пункту гледжання, можно знайсці компромисс, но проблема у тым, каб гэтыя суб'екты, я маю на увазе перамоўныя канфліктныя бакі, Іран і адміністрацыя США, каб яны знайшлі развязку. На сёння развязкі няма. Гэта я канстатую, таму што час ад часу тыя рэчы, якія прамаўляецца Трамп, яны сведчаць пра тое, што да кампраміса яшчэ далёка. Гэта адзначае, што канфлікт будзе працягвацца. Напрыклад, вось гэтае перемирие у Армузскім праліве, яно таксама не з'яўляецца перемирие. Час ад часу сітуацыя крохі лепш, крохі горш, а насамрэч вось там стабільна, нестабільна. І тое, што зараз Трамп паляцеў да Сі Цзіньпіня, гэта таксама укладываецца ў гэту міжнародную повестку, адженду, таму што на повестке зараз дакладна Армузскі праліў. І вось тут складаны вот этот вот клубок отношений и складаны клубок вот этих таких очень спорных вопросов, он еще и накладывается на отношения с Китаем. То есть традиционно очень хорошие союзнические, партнерские отношения Китая с Ираном, а есть отношения конфликтные фактически, там, я не знаю, на грани войны США с Ираном, и есть очень, очень сложные отношения между США и Китаем. Если мы даже возьмем просто треугольник этих отношений, мы с вами можем констатировать, что большая часть сторон этого треугольника является конфликтным. Давайте трошки разбярем, спадарня Роза, да, давайте буду трошки прерываць, тому что у нас вельмі шмат пытанняў, хочется паразмаўляць, конечно, падрабязна, але вось як ёсць. Вось сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакольная такая сустрэча, а як дэсант таких тэхналагічных каралёў, так, на борце Ілон Маск, напрыклад, так, кіраўнік віда. Мы бачым спробу выбудаваць новы сусветны нейкі парадак праз бізнес, ці гэта што? І яшчэ вось адно дадатковае пытанне, каб ужо адразу казаць пра гэтую тэму падрабязней. Перад вылетам Трамп зрабіў гучныя заявы пра блізкае заканчэнне вайны ва ўкраіне і абверг таемныя дамоўленасці з Пуцінам. Тым часам Пентагон падлічвае страты. Вайна з Іранам ужо каштавала Злучаным Штатам 29 мільярдаў долараў. Ці не стане жаданне Трампа вось закрыць украінскі кейс проста спробай вызваліць рэсурсы для супрацьстаяння, да, з Тэгеранам і Пекінам? Ну, ведаеце, насамрэч, с моего пункту гледжання, конечно, это ўсё мы можем разглядаць у іншым треугольніке, великом треугольніке адносін паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй і Китаем. Вось, і таму у гэтым треугольніке, ну, это так званы стратэгічны треугольнік, у гэтым стратэгічным треугольніке ясна, якая была стратегія ў Трампа спачатку вось гэтага срока, это оттянуть Россию от Китая с тем, чтобы Китай остался один. Вот. Таму вось ему было патрэбна скончваць вось гэтую войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее и тому подобное, но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот, и на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот, поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном.
которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И Трамп прилетает в Пекин, вот вы говорите, с техническим десантом, а я вижу совсем другое. Он прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. Вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным, поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, там, кого вы назвали, Маска, еще там кого-то, еще кого-то. Ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад. Сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда наши слушатели не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое. Второе. Геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. И это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. Ну, про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем. В этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие. Я яшчэ звярнула ўвагу на такую рэч, пакуль глобальныя гульцы дзеляць сферу ўплыву ў Пекіне, афіцыйны Мінск адчайна спрабуе даказаць, што ён у гэтай гульні не проста дэкарацыя, так, а вось сапраўды стратэгічны такі плацдарм, магчыма, нават Кітая ў Еўропе. І вось літаральна сёння з'явілася навіна, што Лукашенко падпісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з КНР, якая вызначае планы ўзаемадзеяння на найбліжэйшую пяцігодку, уключаючы прамысловую кааперацыю бяспекі. Новая дырэктыва Лукашенка па Кітаі выглядае як спроба зацэментаваць адносіны на 5 гадоў наперад. Вось, ці ёсць нешта ў гэтым дакуменце, вось нешта ў гэтым жэсце, што ён робіць гэта менавіта сёння, так, вось менавіта паралельна таму, як Трамп паляцеў у Кітай, што адбываецца? Ці ёсць нейкая сувязь паміж гэтымі падзеямі? Я думаю, что так, ёсць. Это такая пиар-акция, насамрэч. Вось, это зразумела, что ён, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко, его документами, вот. Но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы, серьезная тема. Вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров, да. Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то, там, я не знаю, успехи, вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше.
Сильно как бы качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, и китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Мгм. Мгм. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономики, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду в целом весь комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такой вывод. А сейчас я не говорю. Аднак надзея таксама на далёкі Кітай не адмяняе трывогі на ўласных межах, дзе Мінск пераходзіць да тактыкі абложанай крэпасці, можна так сказаць. Пасля праверкі ўзброеных сіл Лукашенко анансаваў кропкавую мабілізацыю і падрыхтоўку да вайны. Ён сапраўды так казаў, так што усе рыхтуюцца да вайны і мы рыхтуемся да вайны. І мы павінны. Так. Паралельна КДБ заяўляе пра разгром літоўскай агентурнай сеткі. Лукашенко адкрыта гаворыць пра падрыхтоўку да найгоршага сцэнару такім чынам, так, і кропкавую мабілізацыю рэзервістаў. Гэта вось рэальны страх перад ваенным канфліктам. Ён нарэшце нешта там вось асазнаў. Напрыклад, міністр яму далажыў, што сур'ёзныя кадравыя высновы, да, ну, ёсць сур'ёзныя кадравыя высновы пасля праверкі арміі. Калі не той чалавек, гэта бяда, ён казаў. Ці азначае гэта таксама, што ўнутры сілавога блока ёсць нейкія праблемы, ну, не ведаю, з лаяльнасцю, якія ўжо выявіліся, ну, такі крытычны момант, што ўсе разумеюць, што сцэнары могуць быць рознымі. Я бы сказала, с лояльностью вообще большие проблемы. Не в силовом блоке, а вообще. И эта лояльность, проблема с лояльностью, она основана не на, как это сказать, не на вопросах служения Беларуси, а на вопросах служения режиму. Лично Лукашенко. Лично Лукашенко является причиной такой низкой лояльности. Потому что если вы постоянно людей угнетаете, унижаете, держите в крепостнических условиях, ничего не предлагаете позитивного, у вас нет позитивной повестки, запугиваете постоянно. Какая лояльность? При любой другой возможности, если у вас рабское сознание, вы просто бежите к доброму хозяину. Да? Если у вас сознание свободного человека, вы просто не приемлете подобного рода рамки. И я думаю, что, я не знаю, догадывается он или нет, какие он там соцопросы проводит, какие там честные выкладки делают, да, но я надеюсь, до него доходит, ну, по крайней мере, 2020 год, по крайней мере, ему должен был сказать о том, что вообще-то ему лично лояльно общество не может быть, потому что он ему не лоялен, он его не видит, это общество он не видит, не принимает в расчет. Ответ соответствующий, ответ зеркальный. Что касается сегодняшней ситуации силового блока и тех вот этих, как вы говорите, там же охота на ведьм фактически идет. Я не знаю, кого они ловят,
Там охота на ведьм идет. Там есть единственная теперь в этой связи проблема, с которой, я думаю, она должна быть вскрыта, но они не могут про это публично говорить. Это, конечно, про российские настроенные части силового блока. Но они же не могут об этом заявить в открытую. Вот, это то, что на самом деле уже давно эта проблема назревала. Тогда, когда особенно старшие офицеры, старший офицерский, да, состав, они в основном демонстрировали скорее лояльность, я не знаю, Советскому Союзу, соответственно, по привычке Москве. И отсюда вот это, как это, представление о том, что Беларусь в военно-политическом смысле не является самостоятельно, а является частью чего-то большого. Это я вам сейчас буквально цитирую слова некоторых высокопоставленных чиновников. Эта проблема была с самого начала уже достаточно давно. Он поощрял этих людей. Эти люди делали большую карьеру при его режиме. И теперь он получил то, что получил. Я вас поздравляю, Александр Григорьевич. Проблема лояльности стоит уже достаточно давно. Я хочу здесь добавить один эпизод, который меня давно уже, я хотела давно о нем уже рассказать, к вопросу о лояльности русскому миру. Вопрос лояльности представителям российской политической элиты и российскому государству в Беларуси стоит уже достаточно давно. Но в большей степени этому посвятил свое время. Был такой посол, помните, по-моему, Бабий, да, кажется, там в 18-м, по-моему, это было году. Он объезжал вообще всю страну. Он знакомился с главами предприятий, вузов и так далее и тому подобное. И я так понимаю, что он просто-напросто собирал информацию, кто за кого, Мгм. куда, как говорится. И его деятельность в свое время была воспринята крайне негативно администрацией Лукашенко, и Лукашенко сделал все, чтобы его забрали. Назад в Москву его забрали, но поставили на Евразийский экономический союз. Да? И фактически он вел переговоры, в том числе и по дорожным картам союзного государства. Вот так вот. И тогда с этим послом российским встречалось очень много людей, которые потом впоследствии, я теперь уже это вижу, понимаю, являются носителями русского мира. Среди них был и ректор Белорусского государственного университета Король. Но мы-то внутри академического университетского сообщества мы знали давно, что он является представителем русского мира. Его специально прислали в БГУ из Гродно с тем, чтобы начать фактически давление на БГУ внутри. Это произошло в 2018 году, это не произошло в 2020 году. Но в 2020 году уже все развернулось так, как развернулось. Поэтому проблема с лояльностью есть давно, и эта проблема, она связана, естественно, не с Западом, не с Европейским Союзом, а в первую очередь с Москвой, если говорить о реальной проблеме. Дзякуй вялікі. У нас засталося 15 хвілінаў. Ёсць заяўленыя намі тэмы, але не магу не сказаць, што літаральна перад нашым эфірам мне прыйшло шмат пытанняў ад нашых слухачоў, і я думаю, што гэта правільна будзе іх агучыць, і найважнейшыя такія тэмы. Спадарня Роза, магчыма, што ўжо найбліжэйшымі днямі ў Мінск прыедзе Джон Кол. Ён анансіраваў такі візіт. Якія ў Злучаных Штатах застаюцца магчымасці для дэ-факта гандлю з Лукашэнкам вакол палітвязняў? І ці блізкая, на ваш погляд, вялікая сделка? Не ведаю, конечно, как я ведала это пытание на миллион в свое время, в наше время так говорили, это вопрос на $1 миллион. Но что я ожидаю, да, и в чем я более или менее уверена. Во-первых, это в том, что эти переговоры носят постоянный характер, и у них есть свое расписание. То есть расписание свидетельствует о том, что эти переговоры являются постоянными. Мы с вами видим каждые 3 месяца визит Колла в Минск и, соответственно, освобождение части политзаключенных. То, на что мы с вами сегодня надеемся, это как раз на то, что визит Колла в Минск увенчается в этом смысле очередным освобождением политзаключенных. И надеемся, что это произойдет, по крайней мере, не будет сопровождаться массовой депортацией. Да?
Вот. О какой цифре идет речь, я не знаю. Я думаю, что у них там есть список, они с этим списком работают. А есть ли что-то взамен? Если бы не было бы ничего взамен, я думаю, бы Коул бы не приехал. Я думаю, Коул приезжает тогда, когда уже часть этой сделки, которая вот будет сейчас в мае, уже готова. То есть это как вы знаете, да, когда главы делегаций приезжают уже подписывать документ, да, а рабочие группы, они работали до того. Я так понимаю, что это уже как бы итог работы рабочей группы вот за этот период, там за эти там 3 месяца, да. Наверное, есть за что, хотя, честно говоря, уже отданы практически все самые ключевые санкции. Но Соединенным Штатам всегда есть что предложить, это мы с вами знаем, да. Насчет большой сделки, я, честно говоря, не понимаю, о какой большой сделке идет речь. Что значит в данном случае большая Я думаю, сделка? что... Встреча с Трампом, Мгм. посол, который будет сидеть в Минске. Насчет посла, скорее всего, в этом году нет, может быть, в следующем году. Это связано с определенным бюрократическим процессом. Приглашение к Трампу, я думаю, Коул привезет. Возможно, что Лукашенко и полетит или поедет, но тут как бы с Москвой проблемы. Потому что придется оглядываться, да, на Путина. Что еще имеется в виду под большой сделкой? Я, честно сказать, я не понимаю. Это терминология, навязанная Лукашенко. Мы ее подхватили и начали ее вкручивать. Давайте не будем подхватывать терминологию, придуманную Лукашенко, и вкручивать. Давайте будем оценивать по факту. По факту идут переговоры, которые ставят своей целью, с одной стороны, нормализация отношений, имеется в виду белорусская сторона, ставит целью так называемую нормализацию отношений. Американская сторона руководствуется гораздо более скромными задачами и целями. Это в первую очередь, конечно, этот имидж освободителей, да, буквально, да, гуманитарный трек, который придает значительный такой позитивный имидж, да, американской администрации. Здесь никто не может с этим поспорить. Это буквально, да, двухпартийно признается. Это первый момент. И второй момент – это то, что скрыто за кулисами, имеется в виду канал, контакт с Россией и фасилитаторские услуги, да, фасилитаторство Лукашенко в сближении США с Россией. Но тут, что тут правда, что нет, я не берусь судить, мы с вами можем только с их слов и только то, что попадает в публичное пространство. Я Нет думаю, никакой большой сделки. мы бы маглі Можна калі ли бы назвать большой аналізавалі сделкой? гэтую менавіта гэтае паняцце, так як бы мы бачылі. Ну, напрыклад, як вы ўжо агучылі там, што цікавіць бок Злучаных Штатаў, напрыклад, Лукашэнку там цікаюць амбасады, яшчэ прызнанне недзе яго, нейкія там адкрытыя там каналы, змягчэнне санкцый і так далей. І простых беларусаў, звычайных людзей, якія суперажываюць, збольшага цікавіць, канешне, вызваленне як мага большага колькасці людзей і проста спыненне рэпрэсій. Вось маглі б яны так дамовіцца, каб вось усіх усё задаволіла. І вось гэта тады можна было б, напэўна, назваць вось вялікай сделкай. Смягчение репрессий, я думаю, что это иллюзия. Это то, как бы, чего мы хотим, мы ожидаем и чего мы хотим увидеть. С моей точки зрения, на сегодняшний день это нереально. Скорее всего, будут какие-то продемонстрированные отдельные шаги в этой связи, но прямо чтобы смягчение репрессий нет. Напротив, когда мы с вами читаем аналитические отчеты, например, правозащитных организаций, мы с вами видим, что репрессивная машина не просто продолжает работать, она укрепляется с точки зрения законодательства. То есть то, что раньше было практикой, теперь становится нормой. Практика – это то, что делается на практике, норма – это то, что уже прописано в документе. И в этом отношении продолжение, укрепление, вернее, перекладывание тоталитарных практик фактически в законодательство тоталитарного характера, вот это мы с вами наблюдаем.
Мгм. И плюс ко всему, конечно, многие репрессии, прячутся, вы знаете, людей запугивают, чтобы они не говорили о них. Закрыли ту самую статистику, вернее, объявления судов, откуда можно было черпать информацию. Черпали оттуда правозащитники информацию. Но мы с вами продолжаем наблюдать не просто смягчение репрессий, а их узаконивание. Ну да таго ж Лукашенко разумее, што людзі гэта сёння гэта як бы гэта не гучала, гэта прадмет торгу. Вось Да, і да, именно, абсолютно да. точно. Для него это только предмет, который он может продать, товар. Вот, и это циничное отношение к людям как к товару, у которых нет своего голоса, прав. Отсюда, кстати, лишение и паспортов там, и так далее, и тому подобное. Да. Сейчас вот про лишение гражданства уже заговорили. Да. Мгм. Это все свидетельствует о том, что Лукашенко относится к людям как к объектам, как к товару, как к чему-то не имеющему своего голоса, своих прав. Короче, как крепостным. В этом отношении у него мышление абсолютно архаичное. Люди – это ресурсы для него. Мгм. В данном случае это тот ресурс, которым он торгует. У меня есть яшчэ пытанне так і вельмі мала часу, давайте такі каразенькі бліз зробім такі. Адначасова з Коулам у Мінску можа быць і папулярны евангельскі спікер Грэм. Гэта пра нешта гаворыць ці гэта просто супадзенне, на ваш погляд? Возможно, речь идет об освобождении священников. Угу. Угу. Я вот думаю, потому что для американцев это как раз-таки такой пунктик очень важный. Угу. Эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі не выключае, што ў Масквы хутка будзе не так шмат магчымасцяў карміць Лукашэнку грашыма. Калі гэта так, то як гэта адаб'ецца на адносінах паміж краінамі? Лукашенко будзе шукаць яшчэ большай шматвектарнасці? Думаю, что да, но вопрос, сможет ли. Потому что он достаточно уже сидит на крючке. Угу. И они недаром ему угрожают фактически почти что открыто. Угу. Ужо па першых сутках галасавання ў каардынацыйную раду, я так разумею, справа, канешне, ідзе, так, што яўка на выбарах будзе прыкметна меншай, чым мінулым разам, хоць і тады нельга было казаць пра вялікую колькасць тых, хто прагаласаваў. Ці можна ў такім выпадку наогул гаварыць пра нейкую рэпрэзентатыўнасць каардынацыйнай рады? Давайте дождемся конца голосования. Тогда будем подводить итог. Мне кажется, это будет некорректно с моей стороны сейчас что-то об этом говорить. Это вообще отдельная тема, о которой следует действительно поговорить, но уже после того, как выборы пройдут. Добра. Ну і яшчэ адна з самых частых прэтэнзій да каардынацыйнай рады. Беларусы не разумеюць, навошта рада патрэбная. Прадстаўніцтва ў парэ і гэтак далей гэта добрае слова, але канкрэтна беларусам раду як інструмент не прадаюць. У чым тут магчымая памылка? Это помылка Координационной Рады, это помылка чья? Вот тут надо задать встречный вопрос. Еще раз повторюсь, я бы на эту тему сделала бы вообще отдельный стрим, и мы бы, может быть, поговорили бы об этом. При этом я бы хотела сказать уважаемым белорусским нашим слушателям, а к себе тоже надо быть критично относиться. У нас все время идет поиск очередного собеса. Вот вы думаете, что Координационная Рада – это очередной собес, который вам должен что-то дать? Это такое советская паразитическая постановка вопроса. А зачем нужен парламент? Скажите. А вы помните, зачем он нужен? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что проблема как раз в тем, что у нас этого опыта практически нет. Угу. Ну і яшчэ вось я таксама хацела задаць вам пытанне. Літаральна на мінулым тыдні у мяне ў гасцях быў спадар Владзімир Мацкевіч. Ён упэўнены, што Ціханаўская і яе офіс прайгралі праз неўдзел у яго вось гульні Мацкевіча, пра якія сёння ўсе размаўляюць і спрачаюцца. І такім чынам ён прарочыць Святлане Ціханаўскай ролю Івонкі Сурвілы ў будучым. Вы з такой ацэнкай пагодзіцеся?
Для того, чтобы анализировать, что потерял или приобрел тот или иной субъект в этой игре, надо было бы знать, что там произошло на самом деле. Мне очень интересно, что все об этом спорят, но предмет спора фактически не виден. И у меня в этой связи тоже дилемма. Как я могу, как эксперт, говорить о том, чего я не видела? Это будет с моей стороны, знаете, как-то там слышу звон, не знаю, откуда он, да? Это первое. Второе. Проблема связана с тем, что идет процесс демобилизации в демократическом движении. Это проблема не того, что кто-то принимал или не принимал участие в этой игре. Эта проблема вырисовалась достаточно давно. Вот уже 2 года тому назад я ставила этот вопрос, я писала об этом. Вот. И есть естественные причины этого, а есть причины, конечно, искусственные, то есть сотворенные, да, буквально субъектами. Вот об этом тоже бы стоило бы поговорить. Но то, что произошло в игре, да, вот на игре у Владимира Мацкевича, я не берусь судить, потому что я там не была, во-первых. Во-вторых, ну, вы уж меня простите, уважаемые коллеги, да, когда нет ни одного документа, который бы я бы смогла бы проанализировать, да, вот то, что написано пером, то не вырубишь топором. А то, что вот это ла-ла-ла, даже если это очень интересно и рационально, я очень рада там за людей, которые там были, которые получили дополнительный, там, я не знаю, какой-то импульс. Наверное, они что-то поняли, что-то выработали. Что? Положите, пожалуйста, на стол. Я бы хотела бы увидеть бумагу, документ, ну, какой-то там. Вот он итог, да, вот он, там, я не знаю, outcomes, да, какой-то результат. Если я его не вижу, я не могу говорить о том, хорошо это или плохо, действительно это так, или это не так. У меня нет Ну, я оснований думаю, што для тут ёсць яшчэ такое менавіта, што спадар Уладзімір вось акцэнтаваў, што Святланы Ціханаўскай, так і там увогуле офіс быў, можна сказаць, амаль не прадстаўлены ці прадстаўлены вельмі слаба там, да, можа увогуле не. Геннадий Вось. Коршунов это, наверное, не очень слабое представительство, как вы думаете? Насколько я понимаю, Геннадий не является там прям последним лицом в офисе Светланы Тихановской. Он представлял, ну, понятно, о чем идет речь. Владимиру, наверное, хотелось, чтобы принимала участие сама Светлана Тихановская или там, например, Франа Квичурка. Я думаю, вот речь идет об этом. Вот. Но с точки зрения участия или неучастия, по-моему, Геннадий Коршунов достаточно подробно ответил на этот вопрос у себя в Фейсбуке. Ясна. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што мы сустрэнемся хуткім часам, яшчэ паразмаўляем тэм шмат. С вами у студыі была Марыся Вайтовіч, а у нас у гасцях сёння была паліталагіня, кандыдатка гістарычных навук, спадарня Роза Турарбекова. Заставайцеся з намі, подписывайтеся на канал і на лекцыі спадарні Розы. Будзем падвышаць сваю грамотнасць. Добрага тыдню. Дякую. Дякую за увагу до моего курса. Жыве Беларусь. Жыве вечна.